зале культурного центра «Сайдаш» бесконечный поток людей. Звучит скрипка и одни и те же слова. Слишком рано. Несмотря на блестящую карьеру и огромное творческое наследие, Эдуард Хайруллин еще был в полном расцвете сил. Ему было 54 года. Наше многолетнее сотрудничество было основано на добрых отношениях и взаимопонимании. Он был блистательным журналистом, профессионалом, преданным своему делу, всегда отличался смелым творческим мышлением и широкой эрудицией. Соболезнования семье в телеграмме выразили Рустам Минниханов, Ментимер Шаймиев, Азгат Сафаров. Проводить в последний путь Эдуарда Хайруллина пришла большая часть администрации Раиса и правительства республики. Он более 5 лет возглавлял пресс-службу президента. Сегодня странно говорить о нем в прошедшем времени, потому что человек, который имеет столько идей, должен жить, должен их реализовывать. Пусть он живет в наших сердцах, в наших мыслях. Эдуард Хайруллин всегда искал себя. Сначала в журналистике. Ишат Аминов вспоминает, как 30 лет назад принимал его в «Новости» сразу после окончания университета. Интеллигентный, умный и обаятельный парень тут же привлек внимание зрителя. Его харизма буквально пробивала экран. Он сразу стал любимцем всей аудитории. Ему писали огромное количество писем. Ему признавались в любви. Мы все ему немножко завидовали даже. Но он был, безусловно, очень талантливым человеком. Он всегда искал что-то нового. В 96-м Эдуард Хайруллин возглавил татарстанский корпункт телеканала ОРТ. И снова блестящая карьера. За 10 лет он прошел путь до заведующего отдела в Поволжском бюро федерального канала. Была трагическая ситуация в свое время. Во время съемочной процедуры он чудом выжил, погиб его оператор. Несмотря на это, он долгое время еще работал на телевидении. В 2010-м тележурналист, которого уже узнавали во всей стране, становится заместителем руководителя пресс-службы президента Татарстана, потом возглавляет. И здесь он снова проявляет свои лучшие качества – работоспособность, креативность, ответственность. Эдик взял на себя нагрузку по сопровождению Рустама Нургалиевича в командировках. Он, наверное, весь мир объездил. И из каждой страны он привозил что-то свое, понятно, освещая работу нашего президента. И умел видеть что-то интересное в событиях. Человек, прошедший государственную службу, в самых ее непростых местах сохранил очень теплые и добрые отношения со всеми. Потом он находит себя еще в одном любимом деле – сохранении исторического наследия. Он, будучи выпускником Казанского университета, именно историком, это делало его и в суждениях, и в оценках очень человеком, связанным с пониманием и общества, и людей, и истории. Поэтому осиротели, но мы в любом случае понимаем, что он рядом, он вместе, и эта работа будет продолжаться. Эдуард Хайруллин часто бывал в Свияжске. Многие считают Островград его местом силы. Он переезжал туда на время, чтобы сделать фотолетопись Свияжска. Характеризует Эдуарда то, что он выбрал именно такой подход, вот такой человеческий, как бы не отстраненную фиксацию каких-то перемен, а через отношение людей к жизни, к тому, что с ними происходит. Он занимался восстановлением училища имени Фешина в Казани, проводил экскурсии по историческим объектам города, в том числе в доме Ушковой. Как он умел, так никто не умел. Он всем нам показал, как надо правильно рассказывать и как вообще о наследии достойно и красиво говорить. И шок просто, что его не стало. Вот столько совместных планов сейчас. Мы остались как бы в абсолютной растерянности. Она наша связь с вечностью, с космосом. В последние годы много сил Эдуард Хайруллин отдавал уникальному проекту «Новая Тартария», где говорил об историческом наследии республики с необычного ракурса. Самый дорогой хлеб – французская булка, 6 копеек, ситный пшеничный, 3 копейки, калачи, 5 копеек. То, как он рассказывал, с какой любовью, с каким интересом к тому, что нас окружает, мимо чего мы иногда проходим, не замечая, он хотел остановить вот каждого казанца около этих достопримечательностей, чтобы люди еще раз оценили и красоту своего города, и его историю. Были очень большие планы, он бесконечно любил Казань, его историю, и хотел довести как можно до многих людей с тех позиций, которые многие не видят, рассказать. Эдуарда Хайруллина похоронили в поселке Мирный. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.